Здравствуйте, члены жюри и участники конференции. Меня зовут Павлова Ангелина, учусь в 1 классе. Мой руководитель Мальцева Луиза Романовна. Мой исследовательский проект называется «Увлекательный мир почтовых марок». Моя тема является актуальной, потому что в наше время все меньше и меньше людей пользуются услугами почтовых отправлений. Гипотеза: если мы будем знать о почтовых марках больше, тогда они будут востребованы и помогут расширить мой кругозор. Объектом исследования. Цель работы — изучение почтовых марок. Задача: первая — изучить историю почтовых марок. Второе — изучить и упорядочить марки нашей коллекции. Третье — показать одноклассникам и рассказать о своей коллекции. Четвертое — посетить почтовое отделение, чтобы выяснить, насколько востребованы марки в наше время. Свой первый путь знакомства с марками я решила посетить с поиска информации в библиотеку. Мне помогал интернет-ресурс и также мой руководитель Луиза Романовна и мои родители. Я узнала много интересного. Первую почтовую марку России официально ввели в обращение 1 января 1858 года. Она была прямоугольной формы, без зубцов. Почтовые марки нарисовал Франц Кеплер. А самую первую марку в мире называют черным пенни. А название она получила, потому что она была черной и стоила 1 пенни. А в Санкт-Петербургском музее имени Попова хранится самый ранний проект первой российской марки. С этого проекта и началась история русской филателии. Марки бывают разной формы: треугольные, квадратные, круглые и даже в форме фруктов и так далее. Изучая марки, я узнала, что все их можно разделить на 3 большие группы. Марки нашей коллекции мы разделили на 3 группы: событийные, юбилейные и тематические. Событийные, в которых рассказывается о каких-либо важных событиях. Полет в космос. Здесь есть марка с Валентиной Черешковой. Олимпийские игры. Папа с детства. Юбилейные. Обычно выпускается на какой-либо важной дате. Олимпийские игры. Тематические почтовые марки на определенную тематику, связанных с определенной понятием. Цветы, рыбы, птицы, бабочки. Также портреты, пейзажи, самолеты, вертолеты, машины. Но я узнала много интересного фактов о почтовых марках. На любой почтовой марке напечатано французскими буквами имя страны, которая ее выпустила. Посетив почту, я узнала, что почтовая марка — это оплата за доставку писем. Я провела вопрос среди моих одноклассников. Я спросила: вы знаете, что такое марка? Большинство сказали, что да. Потом я спросила: вы пользовались когда-нибудь почтовыми марками? Большинство сказали нет. Итак, из проекта мы узнали, что такое почтовая марка.
и много интересного из истории почтовой марок. Также я очень близко познакомилась с папиной коллекцией. Я еще очень рада, что показала своим одноклассникам папину коллекцию, и у некоторых детей появился интерес к собиранию почтовых марок. Спасибо за внимание.